сюда складируется и строительный также мусор, и пищевые, как мы видим, отходы. Село Усады, улица Комиссариатская. Свежий воздух и сельские пейзажи здесь омрачает неприятный запах от контейнера для крупногабаритного мусора. Как видим, он переполнен. Гора отходов рядом с ним уже выше самого мусорного бака. Видите, бетонированной основы здесь нету. Мусор весь попадает уже на участки жителей. Во овраг, можно сказать, захламлена вся территория. Они один раз вот недавно приехали. С кузова разгрузили здесь кое-что. То, что машина влезла, увезли, все, после этого мы не видели машину. Это вот перед праздником что-то какая-то чехарда началась. При этом контейнеры для мусора, расположенные по соседству, пустые. Их вывезли за несколько минут для нашего приезда, рассказали местные жители. Сама площадка для них в процессе обустройства. По заполнению здесь нужно ставить не 2 бункера, а намного больше. 5 минут езды и еще один неприглядный пейзаж. Улица Заозерная. Сколько здесь установлено мусорных контейнеров, не сосчитать и не разглядеть. Прилегающая территория тоже сплошь в разлетающихся на ветру отходах. Забетонированная площадка для баков пока тоже не готова. Эта свалка из года в год здесь продолжается. Мы в том году уже привлекали главу сельского столбищенского поселения за данное нарушение. Штраф был в размере 10 тысяч рублей. Но, как видим, сейчас да, данная ситуация, конечно, не изменилась. Это уже 3-я мусорная площадка, все в том же селе Усады. И к ней у Колгов тоже есть претензии. Как видим, сейчас мусорные контейнеры пустые, но сама эта территория не соответствует необходимым требованиям. Как видим, здесь не оборудован подъезд для мусоровозов и легковых автомобилей. Мусор вот только вывезли 2 дня тому назад, горы были. Вот наш дом, туда вот стаскали зимой, горы туда стаскали, он даже у нас мусор так и остался там. Это вообще кошмар. В отношении главы Столбищенского сельского поселения, в которое входит село Усады, направлено предостережение от экологов. Если в течение 2 месяцев здесь не наведут порядок, административное производство передадут в суд. И таких историй по Татарстану даже не десятки. С 1 апреля обнаружили уже почти 4000 нарушений. Сумма штрафов около 4 миллионов рублей. Несанкционированные свалки экологи находят и с воздуха, и по сети интернет. Активная позиция жителей нам очень хорошо помогает. В общественную республиканскую приемную по всем каналам связи поступило 2867 обращений. Хочу отметить очень активную позицию наших школьников. Только школьники отправили более 2200 обращений. Больше всего свалок экологи обнаружили в Лаишевском районе и близлежащих к Казани поселках. Главам муниципалитетов направлены предостережения. На уборку территории отвели 2 месяца. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.